Stalin jitetleyen комиссариат. Onun içinde на правах управления был комиссариат татаро-башкирский. Назывался еще он и внутренний, это вот, или Урал, не путайте. Это другое. Я с комиссариата начинаю. Это да, это другое. Вот. И шел комиссариат, действовал, и в положении было до образования автономии. И возглавлял в последнее время, после Мулланура Вахитова, возглавлял Султан Галиев. Первая жертва сталинской репрессии. Вот, Султан Галиев довел до образования республики. После этого он стал полпредом Татарстана. Полномочное представительство действовало долго, накануне войны оно исчезло. Было еще торгпредство. И вот когда смотришь, то полпредство, кого они представляли, кроме Бандюжского химического завода, это Менделеевск теперь, дальше этих пороховых заводов и так далее, 5-6 предприятий всего, и Ижминводы еще. Представляете? Теперь сравните теперешний Татарстан и того периода. Вот я хочу подготовить именно сообщение образования. Вот это деятельность Султана Галиева, которого считали националистом, первой жертвой стал. Собственно говоря, он против страны никогда не был, патриотом страны был. Вот. И хотя его реабилитировали, и особо о нем много не пишут, правда, исследования в Казани вышли и так далее. А московский период написал об этом периоде Мухаммадиев, роман написал «Мост через ад», вот. И сюда всем рекомендую прочитать. В переводе есть. А кто хочет наслаждаться татарской речью, прекрасным языком написанная речь. Ну, там есть некоторые шероховатости, как во всяком произведении. Критиковать легче, но книга очень стоящая. И как раз о Султан Галиеве очень хорошо помнила столетняя наша, 100 лет умерла Кострова Раузапа, внучка Ерзина-миллионера. И как человек он прекрасный был, Султан Галиев. И, в общем, есть о чем москвичам рассказать, о том периоде образования республики. И причем татары, москвичи, татары и башкиры защищали интересы своих республик, друг друга поддерживали. Вот, и более того, я скажу, не было того, что вот 90-е годы искусственные противоречия между Башкирией и Татарстаном, 30-е годы душа в душу, и друг другу помогали. Если какие-нибудь концерты, вечера, образованные для, то есть студентами, татарами, они устраивали вечера в пользу бедных башкирских студентов. И те также. Никаких противоречий. И вот к этому мы в прошлом году поддерживали тоже татары. И на Сабантуе отметили
поддержали Башкирию. И башкиры тоже московские готовы поддержать юбилей Татарстана.